Здесь, как мы видим, бутылки лежат в ящиках. Несколько метров в длину и более 2 метров в высоту. Гора бутылок, стекла и мешков. Эту свалку стеклотара на улице Гвардейская мы снимали в начале апреля. По нашей просьбе сюда приезжали экологи и обещали найти собственника территории. А так это место выглядит сегодня. Как мы видим, бутылок по-прежнему много. Но как сегодня сообщили в Министерстве экологии, владельцы этого земельного участка нашли, и здесь уборка все-таки должна начаться. По улице Гвардейской, 54, администрация района организован сбор стекла с последующим вывозом. Оставшийся мусор будет вывезен в рамках ликвидации свалок на территории района в летний период. Как рассказал министр, другая известная казанская свалка банковских документов уже ликвидирована. Территория приведена в соответствие. Нарушитель приглашен на составление административного материала. В этом году в Татарстане выявили более 400 свалок, 2/3 из них уже убрали. Вывезено более 100 тысяч кубометров мусора. Общая сумма штрафов превысила 23 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом число свалок немного сократилось. В период самоизоляции в республике стал чище и воздух. Мы видим с вами, что уменьшается передвижение автотранспорта. Соответственно, по некоторым веществам я хотел просто назвать. Средняя концентрация оксида азота в атмосферном воздухе за первую неделю самоизоляции снизилась на 77,8%. Санитарно-экологический двухмесячник будет идти до конца мая. С самоизоляцией придется обойтись без субботников. Бремя уборки на этот раз возьмут на себя коммунальные и дорожные службы. Дмитрий Айрин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.